Селям алейкум, сайгалы телесерджелер! Рада нашей встрече на любимой кухне Софрага Бьюренес. А вы знали, что из мякоти баранины можно приготовить удивительно вкусные, хрустящие, настоящие караимские пирожки? И это у вас обязательно получится сразу после того, как секрет приготовления этого блюда расскажет вам моя сегодняшняя гостья. Жизнерадостная, активная, позитивная Олеся Сидоренко. Селям алейкум! Алейкум селям! Доброе утро! Доброе утро! Одна из самых малочисленных наций в мире, один из коренных народов Крыма – караимы. Они обладают богатой культурой, которая всегда вызывала интерес. Самая большая в мире община караимов находится в Симферополе, их насчитывается около 300 человек. Главная цель маленького народа – сохранить свои традиции и язык. Благодаря настоящим патриотам это удается сделать. Олесю Сидоренко с детства учили уважать и любить свою культуру. Сегодня она активный участник жизни крымских караимов. Олеся представляет свой народ на разных конкурсах, знакомит крымчан с историей караимов на полуострове. Воспитывая дочь, наша героиня также делает акцент на национальных караимских традициях. Сегодня на кухне программы Софрага Бьюренес Олеся Ханам поделится с нами рецептом традиционного блюда «Караимские пирожки». Олеся, очень рада видеть твою улыбку и тебя у нас в гостях в нашей программе. Я тоже очень рада побывать на этой программе, потому что интересно, да, очень хочется показать про свой народ, про традиции караимской кухни и рассказать немножко о себе. Так, то есть сегодня мы готовим караимское блюдо. Готовим караимское блюдо, называется, ну все прекрасно знают, да, караимские пирожки, да, конечно. Это название очень известно, в принципе, по всему Крыму, и не только за пределами Крыма. Называется оно «Карай аяклак лары». То есть это если мы говорим именно на караимском языке. Поэтому сегодня мы будем готовить именно его. Очень много было выбора, да, что конкретно приготовить, потому что все знают только караимские пирожки, и хотелось бы чего-то дополнить, да, чтобы люди, в принципе, знали, что мы не только караимские пирожки умеем готовить, но еще разнообразие разных блюд. Но это, наверное, все-таки визитная карточка крымских караимов. Что нам потребуется для того, чтобы мы уже таки начали готовить? Нам для начала нужно будет нарезать баранину очень мелкими кусочками, да, практически рубленными. Но я всем говорю, чтобы все понимали, где-то сантиметр на сантиметр. Но это так, очень относительно, да, и картошку с луком. То есть я тогда начинаю с мяса, ты начинаешь с картошки. Картошку как? Тебе говорить как? Конечно, все нужно говорить, потому что я ничего не знаю, на самом деле я никогда не сталкивалась с приготовлением караимского. Мне кажется, ты это лукавишь. Разрезаем картошку. Так. Ну вот, если средняя размера картошка, да, то на 4 части. Ага. Делаем вот такие вот дорожечки. Соответственно, я начну с мяса, да, чтобы мы друг друга долго не ждали. Так, дорожки И теперь... Мелко вот так? Мелко, да. Очень? Ты режь, я контролирую процесс. Хорошо. Вот идеально. Ну, можно чуть-чуть крупней. Ага. Итак, картофель я нарезаю. Хочу узнать, как нужно нарезать мясо, потому что... Ну, я для начала сейчас отделяю от жира, да? Ну, потому что его нам понадобится совсем немножко. Ну, так, чтобы наше мясо было посочнее в наших пирожках. Только, ну, для сочности. Поэтому, в принципе, мой процесс приготовления мяса будет точно такой же, как у тебя картошки, после того, как я срежу жир. Тогда ждем. Как только мясо будет готово к нарезанию, мы будем пристально наблюдать за тем, как это все нужно правильно делать. Олеся, ну, хочется, конечно же, в первую очередь спросить у тебя о твоей родословной. Знаю, что бабушка у тебя чистокровная, скажем так, караимка. Верно. Дедушка у тебя прошел войну. И вот расскажи, если не секрет, расскажи о своей семье, расскажи о своих корнях. Это очень, очень интересно мне и нашим телезрителям. Ну, если будем говорить, да, о семье, то начнем, наверное, все-таки с прабабушки и с прадедушки. Прабабушка и прадедушка жили в городе Севастополь в данный момент, который называется. И с семьей они переехали, ну, достаточно давно, да, в начале 19-го, в город Мелитополь, который не так далеко находится от Крыма, буквально 2,5 часа езды. Запорожская область.
Переехали туда и там обосновались. Очень многие караимы туда переехали, и там, так сказать, династия крымских караимов достаточно большая. Да, вот если в Крыму численность крымских караимов 535 человек по переписи населения на данный момент времени, то вот в Мелитополе 65 человек. То есть это достаточно большая община. Она даже больше, чем община в городе Ялта в данный момент времени. Ничего себе. Да, и там обосновались. Там была целая улица караимов, которые там поселились, ходили друг к другу в гости, да, вот. Поэтому бабушка, соответственно, там же, уже в городе Мелитополе, познакомилась с дедушкой. И очень повезло, он тоже оказался караимом. Дедушка занимался изготовлением конфет. Да, ну потому что времена были очень сложные, голодания, да, как бы бабушка работала на заводе. И дедушку за то, что он, конечно, занимался спекуляцией, на тот момент это было очень плохо, да, его посадили. В принципе, он там и умер в тюрьме. Расскажи мне, знаешь, что соблюдаются ли какие-то караимские традиции в твоей семье? Либо о каких-то традициях, возможно, ты знаешь просто от своих предков, от своей бабушки? Каждый праздник у нас обязательно должно быть на столе счастливый пирог из дрожжевого теста, когда все родственники приходят, и обязательно весь пирог раздается всем родственникам, то есть не должно остаться ни кусочек. В этот момент загадывают желание, и обязательно желание сбывается. Еще как бы одной из таких традиций, да, так как мы любим дубы, караимские дубы, у нас в Бахчисарае на Джуфткале. Так. Джуфткале – это родовое гнездо крымских караимов. Там есть кладбище Балтати-Мес. В переводе «топор не тронет». Это караимское кладбище, да, и там каждый род сажал свой священный дуб. Бабушка говорила, что дубы – это священные деревья, которые могут нам дать силу, что ли, дубы рода. Есть ли там дуб вашего рода? Да, есть дуб, то есть у меня род Мангуби. Мангуби – это выходцы из Мангуб-Кале. И наш дуб там сохранился. Очень много дубов, так как уже прошло больше, чем 300 лет, очень много дубов, которые уже не сохранились. Но наш дуб рода Мангуби до сих пор еще там растет. И каждый год, когда мы приезжаем туда, обязательно, у меня уже как бы есть дочечка, достаточно взрослая, обязательно ей говорю, что Вероника, обязательно подойди к дубам, обними их. Мы нарезали мясо и картофель, и сейчас я хочу узнать у нашей гости, каким будет наш следующий этап приготовления. Порезать еще лук сюда, это для сочности. То есть если жирочек у нас, чтобы мясо не было сухое, то лук у нас для сочности идет. Очень мелко мы его нарезаем. И мы его будем добавлять сюда же? Да. Отлично. Все верно. Ты являешься заместителем председателя, как это правильно называется? Регионально-национальная культурная автономия крымских караимов. И принимаешь активное участие, собственно, в социальной жизни своего в народа. Жизнедеятельности, да, крымских караимов. Так как караимов не так уж и много, да, очень много старейшин, очень много пенсионеров, нужно все-таки устраивать для них праздники. Мы вот 3 раза в году, это обязательно мы встречаемся, да. Первая встреча, это у нас происходит на Джуфткале, там, где родовое гнездо, да, в городе Бахчисарай. Там проходит ежегодный караимский лагерь. Караимский лагерь проходит уже на протяжении 25 лет. Каждый год, не прекращая, Литва, Польша, Москва, Прага, ну то есть как бы со всех городов очень много, да, людей приезжают туда просто для живого общения. Живое общение очень помогает. Точно так же очень много семей, я знаю, которые, вот я знаю, что это караимская фамилия, но они не знают, что они караимы, потому что в свое время, ну, родители не говорили, либо не посчитали нужным. Очень многие люди приезжают и узнают о том, что да, о себе что-то новое, о том, что у них когда-то бабушка, либо когда-то дедушка были караимами, но какие-то воспоминания из детства остались. Я вижу, что ты уже нарезала лук довольно-таки быстро. Что сейчас мы должны сделать? Перемешать, посолить и поперчить. Кто-то любит поострее, кто-то любит не поострее. Некоторые вообще перец не кладут. Мы теперь это все перемешиваем. Так. И оставляем настаиваться, так сказать. И будем приступать к тесту. Сколько должно это все настояться? Пока мы будем раскатывать, да, то есть обычно я дома все это нарезаю, после этого только замешиваю тесто. Поэтому у нас здесь пройдет процесс намного быстрее, потому что тесто у нас уже готово. Теперь мы можем приступать к тесту. Олеся, я тебя внимательно слушаю. Что мы должны сейчас Берем муку, сделать? посыпаем наш коврик.
Берем тесто, Берем тесто. секрет приготовления которого Секрет мы не приготовления узнаем. которого никто не знает. Секрета прям такого, прям секрета нету, конечно же, да. В рецепт входит только жир, мука и вода, и соль. Мгм. Просто что раньше, да, наши бабушки готовили всегда только на бараньем жиру. Отщипывая Ага. вот такой вот шарик. Олесь, дома часто готовишь? Готовить люблю, на самом деле, очень люблю, в основном с мясом, да. К тесту я пришла, ну, буквально недавно, может быть, лет 5 назад, вот мне захотелось все-таки вот с тестом возиться. До этого я только готовила мясные блюда, в основном. Шарики у нас Шариков есть, нужно сделать. нам теперь их нужно будет раскатать. Приблизительно вот такого размера. Ага. Основное, что мы делаем, это мы делаем стеночку. В 2 местах зажимаем, у нас получается такой вот кружочек. И мы должны туда положить Мы должны туда положить, нашу начинку. да. Начинку мы не жалеем, потому что нужно же все-таки повкуснее. Конечно. И теперь залепливаем. Когда мы залепливаем, у нас получается, ну, такой полумесяц, либо как большой вареник. Мы начинаем делать косичку. Так, как делать косичка? Плетем. Мясные пирожки всегда готовятся с 2 дырочками внутри. То есть мы вот прощипываем. Это есть- для чего? Это чтобы выходил пар, и сюда вот, если, допустим, тесто либо мясо было пресное, подливали сюда бульончик. То есть, допустим, мясо, ну, печется, да, пирожочек, и кажется, что, допустим, мало, да, там сока, либо оно все вытекло, то через эти дырочки подливался сок. То есть, в принципе, вот так вот выглядит, ну, традиционный крымский пирожок. Если бы мы готовили все-таки какие-то фруктовые, да, там, с яблоками, с орехами, с изюмом, то здесь была бы 1 дырочка. Одной бы было достаточно. Да, 1. То есть как бы это, в принципе, отличие идет между мясными и фруктовыми. То есть если ты маленький бежишь на кухню, и ты хочешь чего-нибудь фруктового, то ты, видишь, 1 дырочка берешь. Если ты хочешь чего-то мясного, то ты можешь уже определить, какой пирожочек по-быстренькому стянуть. Ну, Подсказка, как-то так, да? Не так-то все и просто в караимской кухне. Это кажется, что взял пирожок, съел и пошел дальше. Попробуй его приготовь, попробуй заплети эту красивую косичку. В общем, не всем под силу. Так что, Олеся, я прям тобой горжусь. Спасибо. Продолжаем. Продолжаем. Олеся, ну вот Да. уже последний мы пирожочек лепим. Напомни еще раз мне и нашим телезрителям, как правильно называется блюдо на караимском языке. Карай? Карай аяклак лары. Карай, аяклак... Еще раз. Карай аяклак лары. Аяклак лары. Довольно-таки сложно. А какие еще есть вот такие национальные блюда, ну вот визитные карточки? Потому что, ну, не может же быть, что только одно, правда? Ну, смотри. Экскурс такой краткий по караимской кухне. Именно вот если мы будем говорить чисто по названиям караимским, да, то очень сложно, потому что, в принципе, я воспитывалась в русскоязычной семье, да, но могу сказать, что вот селькме, да, Ага. селькме, это что? баранина с рисом и с овощами. Так. Некоторые ее делают просто баранину с овощами, некоторые делают картошку с овощами из баранины. То есть там вариаций, в принципе, очень много. Ну, могу сказать, одно из таких необычных блюд, да, когда я росла маленькая была, бабушка всегда говорила, что типа Олесенька, вот она всегда садилась и лепила пельмени. И лепила пельмени настолько маленькими, что мне всегда казалось, что как вообще этими ручками можно вообще вот этот слепить маленький пельмешек. Оказывается, вот у караимов есть, да, у нас вот традиция, перед тем, как невесту выдать замуж, Так. в ночь она обязательно должна была налепить маленьких пельмешиков, в которые в столовую ложку помещаются 20 штук. Ого. То есть, как бы, если, в принципе, да, с утра приходили, ну, родственники жениха, да, и они проверяли. То есть, если действительно помещалось, то невесту мы такую берем в жены. Если не помещалось, работать дальше. Есть название этого блюда? Есть название, но я, к сожалению, не могу Потому что у крымских сказать. татар есть аналогичное блюдо, которое называется юфахаш, но там примерно в Схоже. столовую ложку помещается 12-13. У нас была гостья, с которой мы готовили Вот, это а блюдо. бабушка вообще Ну, мне, 20, бабушка это в же детстве меня вообще пугала, что 40 должно помещаться. Но и для меня я просто даже не представляла там, ну, даже кусочек теста, да, там, ну, уже занимает какой-то вес. Поэтому, да, с детства вот она
учила тому, чтобы Здорово. вот готовить. Спасибо за информацию. Готовы ли наши... Наши пирожочки готовы. Нам теперь нужно смазать противень Так, чем? маслом. Маслом. Берем масло, Растительным. берем противень. Оливковым, то есть, Мгм. Сколько нужно? но Так, желательно оливковым, так как оливковое более жаропрочное, да? Ну, если мы будем говорить о полезном питании, немного. так, Это просто для того, чтобы... смазываем. Как? Как душа художника Да. подсказывает. Хорошо. Олеся, я вижу яйцо не задействованное. Это яйцо мы потом сверху смажем наши пирожочки. Ага, это в какой момент мы должны будем сделать? После того, как мы выложим все наши пирожки на противень, Так, все. мы наше яичко взобьем. Слушайте, это как в театре. Ружье, которое висит, должно обязательно выстрелить, да? Так и у нас. Вот яйцо тоже не останется в стороне. Не Так, я останется. все смазала нормально, правильно? Да, Оцени, отлично. пожалуйста. Мгм. Ну что, как мы выкладываем? Просто один за другим. Ага, вот такая вот красота. Да. Что и будет следующим этапом? Что мы Теперь должны нам сделать? нужно смазать их яйцом. Вот как раз-таки яйцо пригодилось. Разбиваем. Так, яйцо мы разбиваем. Теперь каждый пирожочек Так, аккуратненько. Ну, давай я тебе первый, да, первый. первый я тебе покажу. Это мы делаем для чего? Расскажи наш. Это мы делаем для того, чтобы они были красивые, румяненькие. То есть они приобретают золотистый цвет сверху. Достаточно вот так? Да, вполне, вполне. Можно даже меньше. То есть главное тоже, да, не переборщите. Вот так вот, да, вот так Всё, достаточно. Хорошо. Олеся, ну вот ты упоминала о том, что ты любишь активный... Вообще ты очень активная такая девушка, хочу тебе сказать, разносторонняя, правда? Как это нет? Очень даже да. Так вот про активный отдых я хочу узнать. Спорт, йога, горы. Это вот как вот все ты успеваешь? Ты это с семьей делаешь или же одна? То есть это твой релакс такой. Вот расскажи, как ты все, как ты в себе успеваешь? По возможности я всегда этим занимаюсь с семьей, да, вот все чаще в последнее время мы ходим с мужем, с нашими друзьями, потому что ребенок уже стал достаточно взрослый, да, 14 лет, уже такой возраст, когда ей хочется со своей компашкой где-то погулять по школе, то есть отдельно она ходит в туристический клуб «Старт», который ведет достаточно молодой преподаватель, и у них отдельно, да, так сказать, тусовка именно туристов. Ну вот, занимаюсь так, поэтому йога для меня, да, это было что-то, я не могу сказать, что я там очень сильно, я просто всегда хотела сесть на шпагат. Йога мне очень помогла в этом. Здорово. Будем так говорить, да. То есть поэтому с периодичностью, да, ставлю себе цели. На КПР пошла, потому что очень необычно, да, не хотела заниматься именно боевым видом и не хотела заниматься, как все занимаются. Где ты ходишь? Ну, я на танцы хожу. Ну, как-то очень так банально. Да, Хочется что-то очень необычное. банально. Поэтому КПР мне именно по душе, потому что это боевой вид искусства в танце. Так, я сейчас понимаю, что мы должны их уже отправить Да, в духовку, в жарочный Отправляем. шкаф наш. На сколько времени, при какой температуре? Мы должны температура это всё где-то 190-200 градусов, Так. минут на 30. минут на 30. Да. Все, ну тогда отправляем. Духовка у нас уже Отправляем. разогрелась. Так, открываем и отправляем. Закрываем. А я напоминаю телезрителям, что наши караимские пирожки будут готовиться 30 минут при температуре 190 градусов. И для особо голодных людей это время пролетит незаметно. Олеся, помимо того, что ты спортсменка, активистка, я знаю, что ты еще в 2017 году представляла свою национальность на конкурсе «Крымская красавица». Все вы знаете. Все знаю. Расскажи. Вот расскажи о том, как проходил конкурс, этапы подготовки. Вот все интересно. Но на самом деле это было, для меня, будем так сказать, необычно, да, к нам, так как региональная национально-культурная автономия Крымских Караимов, пришел запрос, да, что будет проводиться такое мероприятие, где будут представлены красавицы разных национальностей. Так как, на тот момент мне уже было немножко 18 и несколько месяцев, Ага. поэтому я переживала, да, какие участницы будут, насколько они молодые, подойду ли я по физическим, да, данным, потому что
модели-то модели, они все стройные, красивые, умные. Я думаю, блин. Ну, в общем, пошла на кастинг. На самом деле очень удивилась, да, там девочки были достаточно молодые, но очень дружественный коллектив. То есть не было такого, что сразу все пришли и начали друг на друга. Это ты, то есть сразу козни. То есть нет, очень дружелюбный состав попался. И получается, когда прошли, то есть было отборочное дефиле, прошли дефиле, и мне через день перезвонят и говорят, что вы прошли. Думаю, пожалели. Ну, как-то так, да, такое вот состояние было необычное, потому что несколько походы, да, и модельный, это, ну, совершенно две разные. Но так как я хотела все-таки показать свою национальность, я решилась. Крымская караимская красавица, номер 13, Олеся Сидоренко-Мангуби. Юн якшикит батли даслар, мен Крым Караим, халкымыз Крым ерлі, халкларындан бередир. Бекас сайда, лякин карайлар осватынында, Крымда яшымага девам этелер. Крымда халкымызнын узун терехи, ве бірчок адышаны белгілі кишибар. Алардан эм карай халки, эм бютун, Крымнын фодылыги. Мереметли, охимиш белгілі киши. Гордостью нашего народа является Соломон Самойлович Крым. Ученый-агроном, промышленник, государственный и общественный деятель, меценат. В 1918 году по его инициативе и ходатайству перед правительством города Симферополя был основан Таврический университет. Ты была единственной представительницей караимской национальности, да? Единственная представительница. Ну, просто больше никто не подал заявку, да, поэтому мало нас. Я очень переживала, потому что там девочки были 18 лет, 19 лет, и мне 30, да, то есть 31. Очень переживала, что будет разница в возрасте, но, в принципе, я ее не почувствовала, да. Дружественная атмосфера вот этой подготовки. Спасибо Кате и Эльвире, которые вот они нас, ну, так сказать, вдохновляли, да, на сам конкурс. Каковы были этапы конкурса? Что нужно было, чтобы выиграть? Что нужно было сделать? Петь, танцевать, дефилировать, что? Нужно было показать национальный костюм, нужно было станцевать. Там были, ну, маленькие миксы, да, нужно было станцевать, нужно было показать национальный костюм и нужно было показать кухню. Кухня это было в самом начале, то есть вечера, да, был выставлены столы. Каждый стол, ну, относился к своей национальности, то есть оценивали кулинарные, так сказать, да, таланты. Оценивали кулинарные таланты. Ну и завершение, в принципе, это было выход в свадебном платье. Но я не могу не спросить о результатах конкурса. Было ли занято тобой какое-то место? Да, было занято на место. Я взяла первое место среди интернет-голосований. Ну, то есть достаточно, да, с достаточно большим отрывом. Но это, так сказать, по этому конкурсу это второе место. Ну, то есть берется, то есть была интеркультурная мисс, потом мисс интернет и потом мисс зрительских симпатий. То есть это три главенствующих. Ну, с чем мы тебя и поздравляем. Спасибо огромное, да. Но это уже пережили, достаточно интересно. Ну, советую всем девчонкам хотя бы раз попробовать себя в этом амплуа. То есть это бодрит, будем так сказать, это бодрит. Уважаемые телезрители, таймер подал сигнал о том, что пирожки готовы, а это значит, что самое время их вынимать и показать нам и вам. Ну что, красота? Красивые? Очень красивые, румяные. Можно выкладывать. Так. Ой, красота. Ну что, я думаю, что все удалось. Очень даже. Олеся, какая ты молодец, пришла к нам с таким замечательным рецептом. Посмотрите, какие красивые, золотистые, настоящие караимские пирожки у нас получились. Легки в приготовлении и приносят настоящее удовольствие. Спасибо большое, Чох Сагал, у нас за рецепт. На здоровье. Хочешь ли что-нибудь пожелать нашим телезрителям? Савлык, бахлык, хайрлык. Счастья, здоровья, благополучия. И как говорят караимы, кисмет болса, по судьбе будет угодно. Здорово. Чох Сагал, у нас большое спасибо за знакомство, за рецепт, за наше с тобой сегодня живое общение. Очень приятно было с тобой готовить вместе. А вам, дорогие наши телезрители, желаю быть такими же позитивными и жизнерадостными, как наша сегодняшняя гостья. Кушайте вкусно, будьте здоровы. Софра Габы Юренес.